Салам маршалышек, дуатрей. Здравствуйте, друзья. Мой сегодняшний монолог называется «Я дарю вам весну». Я буду говорить в этом монологе о человеке, о нашей жизненной среде, о мироздании, об искусстве. Человек – это мельчайшая частица мироздания и огромной Вселенной. С развитием нравственных и моральных качеств человека, с обогащением его внутреннего мира, его самоощущения и сознания, он всегда стремится обустроить окружающий себя мир в соответствии со своими цивилизационными потребностями, то есть следуя по вектору саморазвития, стремясь к высшим идеалам мысленных ценностей, к очеловечиванию, прежде всего, самого себя, облагораживая природу и все то, что его окружает и сосуществует с ним. При этом эгоистически не ломая и не сокрушая имеющуюся данность, а напротив, совершенствуясь и созидая. Конечно, есть у такого понимания и идеологические концепции совершенно противоположного характера, возникающие тогда, когда в общем падает духовность и нравственная шкала человека, когда он ради личностного самоутверждения и достижения, слово «достижение» в кавычках, личных амбиций, готов не только навредить природе, совершить определенные авантюрные действия, но и даже разрушить весь этот прекрасный мир. Такими примерами, к сожалению, изобилует человеческая история. Однако это та сторона сущности людей и общества, о которой мы не хотим говорить в данном случае. В этом монологе мы имеем в виду только правильно смоделированную человеческую суть, ее идейно-нравственную модель, возвышающуюся над грубостью, злом и мраком бескультурья. Прогресс сознания, осознанное стремление к системе гуманного общественного уклада, внутренняя потребность творческого поиска человека могут происходить в полноценном качестве лишь в условиях свободы, культурного развития как отдельно взятого человеческого индивидуума, так и всего общества. Во всем этом особое место занимает искусство. Искусство производить, искусство и умение рационально распределить в рамках определенного социума, начиная с его низового звена семьи, уже выработанного продукта производства, искусство развивать знания и опыт, искусство создавать прекрасное и, наконец, искусство просто жить. Художник обладает особым взглядом и восприятием всего, что происходит с ним и вокруг него. У каждого художника есть свое индивидуальное понимание красоты, признаков вещей и предметов. У него формируются свои ассоциации от созерцания явлений природы, душевных переживаний. И, как правило, вся эта личностно-эмоциональная палитра его внутреннего психологического и чувственного состояния обычно отражается в сюжетах и различных образах его художественных творений. У настоящего художника редко встречаются статичные сюжеты. К примеру, в творческих работах известнейшего чеченского современного художника Абу-Пашаева сюжеты и образы настолько говорящие, что, увлекая мысль в какую-то глубину затаенной идеи, заставляют зрителя искать ответы на сами по себе возникающие вопросы относительно и готового сюжета, а также и самого идейного замысла художника. И почти в каждом случае это какое-то эмоционально-психологическое представление, втягивающее зрителя в водоворот созерцательной рецепторики, где он вступает в непосредственный диалог с образами художественного полотна. В этом ролике мы представляем пример, когда художник Абу-Пашаев дает нам возможность увидеть захватывающий процесс, творческий процесс преображения одной из его картин из серии «Генезис»,
при котором она обретает новые смыслы и совершенно новый образ. Образ весны, исторгающий тепло и нежность, дающий зрителю массу позитивных чувств и эмоций. При этом заметим, действо совершается в условиях наступающей осени. Хотя по времени года уже осень, но сердце художника – весна, которую он без остатка дарит своему зрителю. Смешение красок дает белый свет. Дух мой не знает покоя, но как я спокойна в душе. Море во мне потонуло, о чудо, бескрайнее море.